Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азими. Здравствуйте. Сегодня, 16 мая, во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генеральных прокуроров и руководителей делегаций стран-членов Организации экономического сотрудничества, которые прибыли в Таджикистан для участия в заседании генеральных прокуратур стран-членов организации. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале приветствовал гостей в Таджикистане и пожелал успехов в работе их заседания. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, наряду с подчеркиванием постоянного внимания Таджикистана к сотрудничеству в рамках Организации экономического сотрудничества, высказался о достойном вкладе стран-членов в важные направления деятельности организации. Мы постоянно подчеркиваем, что мир и стабильность в Организации экономического сотрудничества являются ключевым фактором для достижения главной цели организации, то есть экономического роста и благосостояния людей, отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Вместе с тем, глава государства напомнил об огромном экономическом потенциале в рамках Организации экономического сотрудничества и подчеркнул роль органов прокуратуры в выполнении особо ответственных задач по контролю над соблюдением законов и на этой основе в обеспечении верховенства закона, защите суверенитета, независимости, прав и свобод человека и гражданина, демократических ценностей и интересов государства и общества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, акцентировал внимание на сложную политическую ситуацию на мировой арене, рост угроз безопасности стран, трагические последствия терроризма, проявление радикализма и политика религиозного экстремизма, транснациональную организованную преступность, а также подрывание действия реакционных движений и счел необходимым продолжение комплексного сотрудничества стран-членов, особенно их отраслевых органов. Лидер нации подчеркнул, что Таджикистан является естественным партнером всех стран в противодействии организованной трансграничной преступности, в том числе контрабанде наркотиков и оружия и киберпреступности. На встрече еще раз была отмечена готовность Таджикистана к укреплению правового сотрудничества со всеми дружественными странами. В завершении была выражена надежда, что по итогам встречи в Душанбе будут приняты важные решения по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и обеспечения законности, безопасности и стабильности в странах, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между странами-членами Организации экономического сотрудничества. На встрече также принял участие генеральный прокурор Королевства Саудовская Аравия Сауд ибн Абдулло Аль-Муджиб, который приглашен в качестве гостя. Сегодня, 16 мая, во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял директора-распорядителя Международного валютного фонда госпожу Кристалину Георгиеву. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Международного валютного фонда. Мы ценим вклад Международного валютного фонда в устойчивое социально-экономическое развитие нашей страны, подчеркнул в начале встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сферах продвижения экономических реформ, обеспечения макроэкономической стабильности, поддержки платежного баланса, сохранения стабильности международных резервов и повышения уровня жизни населения. Важными вопросами обсуждения на встрече стали пути повышения устойчивости экономики Таджикистана к негативному влиянию внешних факторов, в том числе напряженности геополитических рисков, региональных нестабильностей и последствий изменения климата. Для устойчивости социально-экономического развития и улучшения инвестиционного климата в нашей стране было признано необходимым продолжение экономических реформ и выделение грантовых средств. Стороны также обменялись мнениями по расширению сотрудничества с партнерами по развитию в перспективных отраслях промышленности, сельского хозяйства, энергетики и в сфере укрепления человеческого потенциала. На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Спасибо большое для того, что вы мне дали возможности выразить благодарность президенту Таджикистана, правительству Таджикистана, народу Таджикистана для нашей визиты. Мы обсудили с президентом сотрудничество между Международного валютного фонда и Таджикистана, которое является глубокое и продуктивное. Мы только что договорили новая программа фонда для Таджикистана
которая поддерживает реформы страны для увеличения привлекательности Таджикистана для инвесторов, улучшения бизнес-климата и использования бюджетов для социальных нужд, для поддержки населения Таджикистана. Эта программа является особенно необходима в то время, когда Таджикистан продвигается к строительству Рагун, один из самых важных проектов не только для страны, но для региона, будет источником зеленой энергии для бизнеса и для населения страны. Мы тоже обсуждали возможности на будущем расширить нашего сотрудничества. Фонд предлагает своих членов новый долгосрочный финансовый инструмент, который предоставляет на 20 лет выплачивая 10,5 период без выплачивания кредита. И у нас уже есть 18 сторон, которые пользуются этим инструментом. Я очень надеюсь, что мы будем в состоянии быстро подключить Таджикистан среди тех сторон, которые получают низколихвенную поддержку со стороны фонда. Я хочу выразить мое очень позитивное впечатление от Таджикистана. Экономические показатели отличные, рост выше, чем 8%, инфляция одна из самых низких, в районе 3%, долг 27% брутного продукта. И самое важное, есть визия для страны и объединение народа Таджикистана для того, чтобы реализовать этой визии. Душанбе мне очень нравится, город очень красивый, зеленый и такой ощущение, что это место не только для хорошей жизни, но тоже и место вдохновляющее для людей. Так что спасибо, таджики, для того, что вы дали нам возможности быть у вас в гости. Сегодня председатель Маджлиса Милли, Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Председатель Маджлиса Милли, Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, выразив благодарность руководству Международного валютного фонда за постоянное сотрудничество, высоко оценил помощь и поддержку фонда в реализации различных программ по проведению экономических реформ, поддержанию макроэкономической стабильности и повышению благосостояния народа страны, особенно в период пандемии коронавируса. Было отмечено, что Республика Таджикистан считает необходимым укрепление и расширение сотрудничества с Международным валютным фондом для дальнейшей реализации экономических реформ и устойчивого развития страны. Среди приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества было названо содействие обеспечению финансовой стабильности, укрепление банковской системы, поддержка проектов, направленных на формирование зеленой экономики, расширение цифровизации, решение социальных и водно-климатических проблем. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня в городе Душанбе состоялось 5-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с транснациональной организованной преступностью и необходимостью расширения судебного сотрудничества и механизма правовой помощи для борьбы с этой постоянно растущей угрозой. 16 мая текущего года в городе Душанбе состоялось 5-е заседание генеральных прокуроров государств, членов Организации экономического сотрудничества. В работе заседания приняли участие генеральные прокуроры Азербайджанской республики, Исламской республики Иран, Республики Казахстан,
первый заместитель генерального прокурора Кыргызской республики, заместитель генерального прокурора Исламской республики Пакистан, генеральный прокурор Верховного апелляционного суда Турецкой республики, заместитель генерального прокурора Туркменистана, генеральный прокурор Республики Узбекистан и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества. На заседании в качестве почетного гостя также присутствовал генеральный прокурор Королевства Саудовская Аравия. Участники обсудили вопросы, связанные с транснациональной организованной преступностью и необходимостью расширения судебного сотрудничества и механизма правовой помощи для борьбы с этой сложной и постоянно растущей угрозой. По итогам заседания была принята Душанбинская декларация, в которой отражено решение способствовать укреплению сотрудничества между государствами-членами в критически важной области противодействия транснациональной организованной преступности, усиливать стремление и решимость государств-членов Организации экономического сотрудничества к сотрудничеству на региональном уровне в преодолении и смягчении угрозы транснациональной организованной преступности. Утвердили план взаимодействия между генеральными прокуратурами государств-членов Организации экономического сотрудничества, и участники сошлись во мнении, что необходимо реализовать его наиболее эффективным и действенным образом. Также решили проводить регулярные заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества с целью содействия расширения и укрепления сотрудничества в правовой сфере между государствами-членами Организации экономического сотрудничества, содействовать обмену информацией о национальных образовательных учреждениях, возможностях и квалифицированных профессиональных тренерах с целью укрепления потенциала и повышения профессионального уровня соответствующих экспертов и должностных лиц, участвующих в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и транснациональной организованной преступностью, и предоставлять секретариату соответствующие предложения по развитию научно-исследовательских проектов между центрами профессиональной подготовки генеральных прокуратур. После завершения заседания были организованы двусторонние встречи государств-членов Организации экономического сотрудничества, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.